древние времена жил, говорят, один старик. У него было 3 сына. Перед смертью старик позвал к себе старшего сына и сказал: «Ты, сынок, старайся жить так, чтобы в каждой деревне у тебя был дом». Потом позвал среднего сына и говорит: «Ты, сынок, старайся жить так, чтобы твоя еда всегда была вкусной». Потом старик позвал младшего сына и сказал: «Ты, сынок, старайся чаще жениться». Прошло время. Умер старик. Пришла пора исполнять завещание. Спрашивают братья друг у друга: как же нам исполнить отцовский наказ? Каждый думает о своем. Старший, как ему суметь построить себе по дому в каждой деревне. Средний, как разбогатеть, чтобы каждый день кушать вкусно и сытно. А младший мечтает жениться каждый год. Вот однажды попросил у них ночлега чужой старик. Поздоровались, стали о жизни разговаривать. Рассказали ему братья о своих думах и спрашивают: «Как нам быть, дедушка? Как нам исполнить отцовское завещание? Разве мы в силах делать то, что он велел каждому из нас?» Выслушал их старик и говорит: «Ваш отец был мудрым человеком, но вы неправильно поняли отцовские слова. Вот тебе, старший, отец велел постараться, чтобы у тебя был дом в каждой деревне. Это значит постараться в каждой деревне завести себе хороших друзей, с ними и жить на свете легче. Тебе, средний, отец велел стараться, чтобы твоя еда всегда была вкусной. Это значит хорошо трудиться, ведь когда трудишься в поте лица, даже черствый черный хлеб для тебя вкуснее изысканных блюд. Тебе, младший, отец велел чаще жениться. Это значит очень любить свою жену. Тогда после долгого трудового дня ты будешь приходить домой, и каждый день будет для тебя как день свадьбы. Всем вам отец велел жить, хорошо трудясь и любя тех, кто с вами рядом». Так сказал старик и ушел. А братья поняли, в чем заключается отцовское завещание, и старались его исполнить.